Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы пополнять свой лексикон казахского языка и постепенно начать понимать и разговаривать на казахском языке. Сегодня мы запоминаем такое слово, как «кос». Вот это «к» с хвостиком «к», не «к», не «х», а «к», «к». И вот это «у» с такой черточкой, оно чуть-чуть глухо звучит по сравнению с обычной буквой «у». Вот обычная буква «у», а «кос», «о», «о», «о». Есть еще другой вариант но тонкий. Здесь у нас такой толстый. Ага. «Кос». «Кос». «Кос» — это птица. Любая птица. Все птицы — это «кос». Для того, чтобы хорошо запомнить это слово, посмотрите картинки «кос». Вот это все. Ага. Вот я могу вот так пролистать. Ага. Вот это все «кос». Ага. «Кос» — это те, которые имеют крылья, клюв, да? Они могут, какие-то из них летают, какие-то из них не летают. И все они кладут яйца. Это «кос». Это единственное число птица. «Кос». Ну а теперь, как обычно, составляем предложение со словом «кос». Предложение на русском языке. Ну, вместо слова «птица» мы подставляем слово «кос». У моего племянника был кос-попугай. По-моему, он назывался то ли альфа-карелла, то ли еще как-то. В общем, неважно. Такой серенький кос-попугайчик. И когда светало, например, летом очень быстро светает, часов в 4:30, в 5, этот кус начинал чирикать нереально. В общем, приходилось его накрывать темной какой-то тканью, чтобы он думал, что еще ночь. Вот. Есть у нас такая фирма, называется Алатау Кос. И эта фирма готовит для нас курицу для еды. В деревне, я думаю, на каждом подворье есть большое количество и несколько разновидностей кос. Туда входят и курицы, и гуси, и утки, и индюки, индюшки и другие кос. Кос поставляют нам очень-очень важный продукт, как яйца. Яйца от кос. Это очень хороший белок, очень полезный, в чистом виде и очень доступный. Нам когда-то папа говорил, если вы, к примеру, не можете найти себе вот прямо сейчас еды, да, возьмите несколько яиц от курицы, и прекрасно, вы не будете голодны. Сейчас курицу заготавливают, держат в больших-больших фермах, специально выращивают ее. Какие-то служат для того, чтобы получать от них яйца, какие-то держат для того, чтобы получать от них мясо. Есть такой называется страус. Он не умеет летать, но он бегает почище других животных. То есть у него скорость бега очень высокая, ему даже не надо летать. И у него очень сильные ноги, он может запинать любого. Вот. Есть такие маленькие, как, по-моему, колибри их называют, да? Они, по-моему, там 3 сантиметра, что ли, в размере 3 сантиметра, и у них такой интересный клюв. На самом деле играет большую роль в том, чтобы опылять какие-то растения и чтобы на растениях появлялись плоды.
Я видела, в нашем зоопарке есть очень много разнообразных коз, но мне больше всего нравится коз по имени Секретарь. У него такой забавный вид. Посмотрите в интернете. Секретарь, у него такая взъерошенная такая челочка. Не знаю, почему-то она мне нравится. Есть также такой вид коз, как пингвины. Они не умеют летать, но они очень прекрасно плавают и живут в таком морозе, но благодаря своей шерсти, благодаря жировой смазке своей шерсти, они не замерзают. Но они тоже выкладывают яйца и по одному, и высиживают их. Кстати, высиживают самцы, по-моему. Ну, точно не знаю, по-моему, самцы. Или по очереди. Вот, и высиживают их, пряча между ног. Вот таким образом составляйте предложение со словом «коз» до тех пор, пока вы полностью и навсегда не запомните это слово. Это слово встроится в вашу память и в вашу мыслительную деятельность. Пишите комментарии, что у вас вышло, какие у вас были победы, чего вы достигли. Делитесь моими видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки. Это будет поддерживать наш канал. И наша цель, хорошая большая цель, мы идем к этой цели маленькими шажками. Так что спасибо за то, что смотрите мои видео. Спасибо за все, за ваши комментарии. Мне они греют душу. Пока.